גודל יהיה כבד הבייס הזה, את עצמיים מרונס, צק. Девятая страница. Я понял, это в месяц Таммуз, а я искал в Ав. Ну, окей. Годель Ие Квейда Байса Зехо Ахре Винаришин говорит нам пророк Хагай, этот храм, говорит, последний, будет сильнее, лучше, чем первый. Этот Маймер Ребе сказал в Шабес Нахаму, глава Ваисханан, Эрев Шабес Кейдеш, канун Шабес Кейдеш, 5722 год. Ребе его редактировал, дал это как контраст. Шабес Нахаму 5750 год. Есть большие пируши, и в этом есть две объяснения. То есть о каком храме идет разговор, какой храм говорит пророк Хагай. יש בזה שני פירוש. פירוש הפשוט, первое объяснение, הוא שבייס הזה האחרין כועס הבייס שני, שהוא גודל בייס רישי בבניין הראשוני. Первое объяснение это попроще, что идет разговор, разница между первый храм и второй храм. То есть он имеет в виду второй храм, который будет больше. И так это было. Это было выше по размеру, так как написано в Талмуд. И оно стояло больше времени. ובזה יריסו, זה написано, שהבית הזה הוא האחרון כהל, בית המקדש השלישי, שיבונה במהירו ביומנו, שיהיה גודל בית הראשון ובית השני. הזוהר говорит, это уже глубже, это Каббала, внутренняя часть Тора говорит, что идет разговор по поводу наш последний храм, третий храм, вечный храм, который будет больше во всех понятиях, чем первый и второй, который построится в скором будущем в наши дни. שניהם נכלולים, они оба включены בהוריש. На самом деле, когда он говорит, этот последний будет больше, чем первый, первый в самом деле содержит в себе и первый, и второй, к отношению к третьему. И шнеем лойхойлем кио, потому что они оба не были вечны. Они стояли определенное время, и все. Первый, второй был больше, и байс лишний, байс шейный. Байс шлиши, каем бекиум ницви, а третий храм, в отличие от первого и второго, будет существовать вечно. Зеу шомру разал, это то, что говорят мудрецы. В Талмуд, в Псохе. Лейке Авром, Шекосов Бейхар. Написано, что Авром, то есть первый храм связано, приравнивается к Авром, слуги Авром, второй это Исхак, а третий это Яин. Так что говорят мудрецы? Не как первый, который Авром назвал место молитва, Ар, гора. Великий Ицхок Шекосов Бейсоде, не Кица, который написано по поводу поля, да, он пошел молиться в поле, написано. Элоки Яинкев Шекрой Байс, Яинкев назвал это Байс, дом. Дом это
устойчивость, стабильность, вечность. Байс Ришну кенегед Авром, так известно, первый храм, он относится к Аврому. Байс Шейни, второй храм, Киц. Байс Шлиши, третий храм, кенегед Яинке. Да, ты як. Вот, как объясняет Алтереб, Байс Шлиши, Яинке. Что связь, третий храм к Яинке. У Мидоса шел Яинке в Эмес, потому что именно направление Якова – это истина. В Эмес Хушеин Шайбы Хефсик Вешины. Когда мы говорим, что 100% абсолютная истина и правда, не может быть никакие изменения. И значит, раз это построено, значит, так и будет вечно. והנה, есть в законе разные емкости воды, которые используются для духовного очищения, так как микве и так далее. Разные. Мы говорили и учили это в предыдущем майморе, там разница между там, источник воды или колодец, ну, не важно. Есть мейхатос, это специальная вода, которую мы брызгами используем на хатос, там, чтобы очищать. Так там написано в Мишне, какие воды, для этого, естественно, должно быть все натурально и так далее, какие воды могут использовать для мейхатос. Так там приводит Мишна очень интересная ситуация. То есть такое понятие, называется Нехорей Самехазби. Река обычно, она кошерная, потому что это все естественное. Вот это. Но есть река, которая она, мехазвим, это она врет, она обманывает. Что же обманывает? Течет вода, ты видишь, что да, можешь его пить, можешь окунаться. Они раз в 7 лет, они засыхают. Проходит год и возвращается вот. Так что говорит Мишна? Не то, что, конечно, когда нет воды, там понятно, мы не можем использовать. Но даже когда есть вода, в эти 6 лет, когда там течет вода и все нормально, все равно она не кошерная. Почему? Потому что тот факт, что она может остановиться, это доказывает, что это вранье. Это неправильно. Это не истина. Это то же самая идея. Когда мы говорим истина, абсолютная истина, она не может быть отменена, она не может заканчиваться. Вехине яв, Маймер Азал анализ, несмотря на то, что в эти слова мудрецы, то, что написано, не как Авром, который первый храм, не как второй, Медуба и Самиг. Идет по поводу храм, Алош, решом ушел из Геулисы. Но мы видим очень интересно, в Талмуд написано по поводу чисто храм, первый храм, второй храм, третий и так далее. Алтеребе, когда он цитирует вот именно вот эти слова, он расширяет это понятие. И он говорит не храм, а говорит освобождение, геуло. 3 геулы он говорит. Первая геула, он говорит, это в заслуге Авром, вторая геула, освобождение в заслуге Ицхок, а третья, это будет в заслуге Яйк. И там он говорит, так как написано в Талмуд по поводу храма, что он вечный, он говорит освобождение вечное, геула вечная. Бывает, что геула шлишит, и геула ницхи, что это вечная геула. Что, как он меняет вроде бы слова и ну, почти тут. Говорит, треба обил, бепаштусу, в самом простом понимании объяснения. Кимикоре хагиуло убиня мейсамигаш. Один из основных
факторы освобождения – это именно построение храма. Через того, что мы говорим, что храм дополнительная прочность, и мощность, и преимущество, и так далее, тогда геула и тогда и геула освобождение гораздо выше. Потому что центр события – это же храм. ולכן מקשר בליקוטי תורה, השלישי, סיממה בסמיגוש השלישי, поэтому в Ликутей Тейра Альтер Ребе соединяет преимущество именно то, что написано храм, полное истинное освобождение, которое отличается от предыдущего освобождения. Окей, на этом мы сегодня остановимся. Желаю вам хорошего, веселого шаббата. Надо помнить, что в этот шаббат Всевышний нам показывает третий храм, это самое правильное, подходящее время, чтобы встретить Машиах и полное истинное освобождение. Желаю вам хорошего, веселого шаббат. Будьте здоровы, живите богато, seid gesund und stark. И, конечно же, Машиах now. Ота Зой. Аминь, спасибо. На здоровье, Спасибо, Шавук. good Shabbos. Good Shabbos. Хорошего дня, бай. На здоровье, шаббат шалом всем.